экономии в 3,1%. В основном является, во-первых, это экономия, сложившаяся в ходе проведения закупочных процедур торгов. Вторая, не очень приятная, конечно, составляющая – это невыполнение подрядчиком своих обязательств по контрактам. И третье – это то, что у нас в 2020 году всех накрыла волна ковидной истории, и связана с этим делом ограничений, больших сложностей и так далее. В том числе по одному из инфраструктурных объектов по мосту через реку Вычегду фактически приводит к тому, что средства, предусмотренные к освоению на 2020 год, у нас переносятся на 2021 год, но в принципе ситуация не критичная. Объект переходящий, поэтому здесь все основания считать, что объект будет выполнен в рамках существующих договорных отношений, ведется работа по переносу финансирования на 2021 год. Значит, общий объем бюджетных средств на дорожное хозяйство в 2021-2023 годах составляет 15 миллиардов рублей. Из них за счет федерального бюджета на текущий момент предусматривается 400 миллионов рублей. Объемы финансирования на 2021-2023 год установлены в размере прогнозного объема доходов Дорожного фонда Республики Коми, соответствующие по финансовым годам. При этом объем бюджетных ассигнований на указанные цели в 2021 году уменьшился на 901 миллион рублей к объему финансирования, установленному на соответствующий запланированный период текущего года. Данное обстоятельство повлекло необходимость перераспределения выделенных в 2021 году средств на финансовое обеспечение принятых бюджетных обязательств и решение приоритетных задач в области дорожного хозяйства. Значит, основные направления программы развития дорожного хозяйства Республики Коми, как вы видите из слайда, это обеспечение устойчивого безопасного функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования, развитие сети автомобильных дорог общего пользования, усиление контроля за осуществлением дорожной деятельности и обеспечение сохранности автомобильных дорог, внедрение современных механизмов развития и эксплуатации дорожной сети. В рамках подпрограммы номер 1 планируется продолжить реализацию мероприятий, задачи которых в комплексе направлены на развитие надежной дорожной инфраструктуры, повышение качества государственного управления и контроля в сфере дорожного строительства. Значит, в целях обеспечения устойчивого и бесперебойного функционирования существующей сети автодорог общего пользования реализуются мероприятия по выполнению комплекса работ по содержанию почти 5000 километров дорог регионального значения и 5216 штук искусственных сооружений на них. Из них это 350 мосты, путепроводы и 4866 это трубы водопропускные. В 2020 году на данные цели выделены средства в размере 1,8 миллиарда рублей. На 2021-2023 год на вышеуказанные цели предусмотрены средства в размере 5,6 миллиарда рублей. В 2021 году предстоит проведение работ по подготовке акционных процедур по определению подрядных организаций для выполнения комплекса работ по содержанию региональных дорог и искусственных сооружений на них в 2022-2023 годах в целях обеспечения своевременного заключения соответствующих государственных контрактов до конца 2021 года. 6 слайд. В целях проведения нормативного состояния сети автомобильных дорог Республики Коми в рамках программы осуществляются следующие основные мероприятия. Реализация мероприятий «Региональный проект «Дорожная сеть», разработка проектной документации выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, не соответствующих требованиям нормативных и не включенных в региональный проект «Дорожная сеть», а также реконструкция, замена, капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии. 7 слайд. Значит, так, основные цели региональной программы «Дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Безопасные и качественные дороги», представлены на слайде. Достижения указанных результатов запланированы к 2024 году. Так, допустим, предполагается увеличение доли автомобильных дорог регионального значения соответствующим нормативным требованиям в их общей протяженности до 50% от общего количества. Вот. Слайд номер 8.
В 2020 году реализация регионального проекта осуществляется по 3 направлениям. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения с общим объемом финансирования 179,1 миллиона рублей. Запланировано отремонтировать почти 20 километров дорог, там, без 90 метров. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и увеличение улично-дорожной сети, расположенной на территории городской агломерации город Сыктывкар, с общим объемом финансирования 565 миллионов рублей, в том числе с привлечением средств федерального бюджета в размере 441 миллион рублей. Из них 420 миллионов предоставляется бюджету города в виде межбюджетных трансферов, имеющих целевое направление. Запланировано отремонтировать 7100 метров региональной автодороги и 26 километров 880 метров дорог и улиц города Сыктывкар. Третье направление – это приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах, административных центрах муниципальных районов и городских муниципальных округах Республики Коми с общим объемом бюджетного финансирования 500 миллионов рублей. Из республиканского бюджета в 2020 году на данные цели предоставляется субсидии местным бюджетам. Общая протяженность, подлежащая ремонту за счет указанных субсидий, составляет почти 57 километров дорог. Для выполнения целевых показателей регионального проекта на 2020 год по состоянию на 1 ноября 2020 года в рамках заключенных 14 государственных и 9 муниципальных контрактов завершены работы в полном объеме по приведению в нормативное состояние 54 километров покрытия проезжей части. Это 100% от запланированного объема. 19 километров 910 метров региональных автомобильных дорог, 33 километра 980 метров автомобильных дорог в улично-дорожной сети городской агломерации Сыктывкар. В рамках заключенных 31 муниципальных контрактов выполнены работы по проведению в нормативное состояние практически 50 километров автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах, административных центрах, муниципальных районах и городских муниципальных округах Республики Коми, или 87,8% от запланированных. Региональным проектом в 2020 году также предусмотрено обустройство пешеходных переходов на региональных дорогах в количестве 500 штук. Объем финансирования 13,1 миллиона рублей. Устройство освещения на 3 объектах общей протяженностью почти 5 километров. Вчера глава республики Владимир Викторович Чуйба проводил совещание, связанное с безопасностью движения, в том числе и акцентировалось внимание на снятие вопросов по аварийности, узких аварийно-опасных мест, дополнительному освещению и так далее. Значит, по этой тематике, то есть ремонт освещения, по состоянию на 1 ноября 2020 года все запланированные работы завершены физически. Значит, в целом до конца текущего года планируется достичь всех целевых показателей 2020 года и освоить выделенные бюджетные средства. 9-й слайд. Значит, на реализацию регионального проекта в 2021-2023 годах в республиканском бюджете предусмотрены средства в размере 2,143 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета 441 миллион. Это позволит нам следующее. На региональной дорожной сети привести в нормативное состояние 118 километров автомобильных дорог, обустроить 9,5, даже 9,600 километров линий наружного освещения. На дорожной сети городской агломерации города Сыктывкар привести в нормальное состояние 17 километров улично-дорожной сети. Обустроить тротуары протяженностью 6 километров 371 метр. А также в 2023 году обустроить 2 километра линии наружного освещения на региональной дороге Сыктывкар-Ухта. 20 километр. Значит, 10-й слайд. Значит, также в рамках подпрограммы 1 реализуются мероприятия по разработке проектной документации, выполнению работ по ремонту, капитальному ремонту региональных дорог, не соответствующих нормативным требованиям и не включенных в региональный проект «Дорожная сеть».
В 2020 году на данные цели выделены средства в размере 712 миллионов рублей, в том числе на разработку ПСД 15 миллионов рублей. До конца года будет отремонтированы дороги общей протяженностью 49 километров в 12 муниципальных образованиях. Все они представлены на слайдах. Нужно, чтобы не перечислять, и, извиняюсь, могу где-то ошибку сделать в наименовании. Прошу простить. По состоянию на 1 ноября 2020 года из 14 объектов, подлежащих ремонту, введены в эксплуатацию 4 объекта. На остальных объектах работы завершены. Ведется работа по оформлению документов, необходимых для приемки объектов в эксплуатацию. Но все знают, что у строителей есть большой грех – это исполнительная документация, которую не всегда успевают оформить надлежащим образом, что препятствует фактической приемке фактически выполненных работ. Кроме того, в 2020 году осуществляются ремонтно-восстановительные работы на отдельных участках автомобильных дорог по 14 объектам ремонта в 8 муниципальных образованиях. Все объекты в настоящее время находятся в работе. Работы по всем объектам завершены и находятся в стадии оформления документов, то, о чем я говорил. Ну, это общий, так скажем, тренд, грех, болезнь системы. Работу сделать, оформить труднее, чем построить. На эти цели, значит, на ремонт направлено в 2020 году 101 миллион рублей. В 2021 году по данному направлению планируется выделить средства в размере 2,5 миллиона рублей на завершение двухгодичного государственного контракта на выполнение ПИР по проектирования по объекту ремонта автомобильной железной дороги станции Езель-Тыдор. В 2022-2023 годах средств на реализацию мероприятий по разработку проектной документации выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, не включенных в региональный проект дорожной сети, на текущий момент пока не предусмотрено. Вот. Значит, в целях приведения в нормативное состояние искусственных сооружений, находящихся в аварийном, предаварийном состоянии, в рамках программы проводятся мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту соответствующих искусственных сооружений. На капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений в 2020 году выделено 485 миллионов рублей. Из них 190 миллионов за счет средств федерального бюджета, в том числе на ПСД 29 миллионов рублей. До конца года будут введены в эксплуатацию 3 мостовых сооружения протяженностью 112 метров погодных, даже 113, можно сказать, в 3 муниципальных образованиях. И 6 водопропускных труб протяженностью 158 метров в 3 муниципальных образованиях. При этом еще по 3 мостовым сооружениям в текущем году не будут завершены ремонтные работы по причине несоблюдения подрядчиков сроков исполнения работ и кое-где там вопросы качества выполняемых работ. В отношении, соответственно, данных подрядных организаций ведется претензионная работа. Кроме того, в 2020 году осуществляются ремонтно-восстановительные работы мостовых сооружений по 9 объектам в 6 муниципальных образованиях. Эти работы по восстановлению мостовых сооружений, разрушенных паводком, восстановлению конусов мостов и отдельных элементов, а также работы по ремонту 2 наплавных мостов. В настоящее время ремонтные работы по 6 объектам завершены. По 2 объектам работы будут завершены до конца текущего года. Завершение работ еще по 1 объекту уходит на 2021 год. На эти цели в 2020 году выделено 30 миллионов рублей, в том числе на ПСД 800 тысяч рублей. Также в 2020 году продолжена работа по ремонту моста через реку Вычегда на автодороге Сыктывкар-Нарьян-Мар на участке Сыктывкар-Ухта 42 километр. На данной цели выделены средства в размере 211 миллионов рублей, в том числе из средств федерального бюджета 190 миллионов рублей. Государственный контракт на данный объект заключен в 2019 году. Окончание работ по данному объекту 30 ноября 2021 года. В связи с ограничением, связанным с ковидом, подрядная организация отказалась от заключения дополнительного соглашения к государственному контракту на ремонт данного моста, предусматривающего увеличение выполнения в 2020 году
в связи с чем образовалась нераспределенная сумма бюджетных ассигнований 102 миллиона рублей. Кроме того, в 2020 году подрядная организация допущена неисполнение своих обязательств по заключенному контракту. Общий объем неиспользованных бюджетных ассигнований по данным расходам на конец текущего года составляет 126 миллионов рублей. При этом в настоящее время министерство проводится работа с Минтрансом Российской Федерации, Федеральным дорожным агентством по перераспределению на 2021 год для Республики Коми межбюджетных трансферов, предоставляемых в целях достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по строительству и реконструкции и ремонту уникальных искусственных сооружений в размере 115 миллионов рублей. Но я это потом чуть позже остановлюсь, когда вопросы будут. Что планируем, что уже делаем и кто где сейчас находится для того, чтобы вытащить из Федерации деньги. На реконструкцию искусственных сооружений в 2020 году выделено 265 миллионов рублей, в том числе на ПСД 19,6 миллионов рублей. До конца текущего года будет завершены работы по реконструкции искусственных сооружений. 2 моста общей протяженностью 79 погонных метров в 2 муниципальных образованиях. И 4 искусственных сооружения, водопропускные трубы общей протяженностью почти 92 метра в муниципальном образовании МР Княж-Поговский. Также по всем 4 объектам приемо-сдаточная документация находится в процессе подготовки со стороны подрядчика. Ну, повторяю в очередной раз, все мы знаем, подрядчик всегда с документацией, как правило, не спешит ее оформлять. Кроме того, в 2020 году начаты работы по реализации 2-годичных государственных контрактов по реконструкции 6 мостовых сооружений в 4 муниципальных образованиях. Продолжены работы по реконструкции моста через реку Лемью в Сыктывкаре. На данном цели направлено 14 миллионов рублей. 12 слайд. В 2021 году на мероприятия по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них планируется направить средства в размере 106,6 миллиона рублей. На завершение ремонта уникального искусственного сооружения моста через реку Вычегда на автодороге Сыктывкар-Ухта и ввода в эксплуатацию по завершению ее ремонта 543 погонных метров. В 2022-2023 годах средства на реализацию указанных мероприятий на текущий момент пока не предусмотрены. В 2021-2023 годах на реконструкцию аварийных искусственных сооружений предусмотрены средства в размере 464 миллиона рублей. В этот период планируется в 2021 году завершить реконструкцию 3 водопропускных труб общей протяженностью 70 метров, 3 мостов общей длиной 135 погонных метров. В 2022 году завершить реконструкцию и ввести в эксплуатацию мост через река Лемью протяженностью 98 погонных метров. Начать работу на 4 объектах реконструкции в Удорском районе. Моста общей протяженностью 70 погонных метров, одной трубы длиной 22 метра. Мощностью по 4 объекту определяется проектом. В 2023 году планируется завершить реконструкцию еще 4 объектов в Удорском районе. 13 слайд. В целях оказания содействия органам местного самоуправления в области осуществления дорожной деятельности, кроме средств, выделенных в 2020 году органами местного самоуправления в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в размере 941 миллиона рублей, также из республиканского бюджета в 2020 году направлены средства в размере 259,1 миллиона рублей на следующие цели. На содержание автомобильных дорог местного значения протяженностью 1200 километров 183,3 миллиона рублей. На оборудование содержания ледовых переправ зимних автодорог местного значения протяженностью 1400 километров 65 миллионов рублей. На реализацию 15 народных проектов в сфере дорожного деятельности 8 муниципальных образований 10 миллионов рублей. На реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в размере 1 миллион рублей, но тут есть проблемы с освоением. Если интересно, потом отдельно можем обсудить. 14 слайд.
на поддержку органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности 2021-2023 год в республиканском бюджете предусмотрены следующие субсидии. На оборудование и содержание рядовых переправ зимних автодорог местного значения, а также на содержание автомобильных дорог местного значения ежегодно 244 миллиона рублей. На реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2021 году 22 миллиона рублей, в 2022 10 миллионов, в 2023 6,6 миллиона рублей. 15 слайд. В целях развития сети автомобильных дорог регионального значения в рамках подпрограммы 1 планируется продолжить выполнение обязательств республики по выплате концессии в рамках заключенного концессионного соглашения в отношении автодороги регионального значения Сыктывкар, Ухта, Печора, Усинск, Нарьян-Мар на участке поселок Малая Пера, поселок Иреаль, поселок Каждыром, введенный в эксплуатацию в конце 2018 года. На данные цели в республиканском бюджете на 2019 год выделены средства в размере 1,3 миллиарда рублей, которые планируется освоить до конца года. На 2020-2022 годы на указанные цели предусмотрены средства в размере почти 4 миллиарда рублей, 3 900 с копейками. Напомню, что в рамках концессионного соглашения обязательства по выплате у республики возникает до конца 2025 года. Также планируется проведение работ по строительству, реконструкции автодорог регионального значения по разработке проектной документации на их строительство. Так, в 2020 году на продолжение строительства мостового перехода через реку Лыжа в Усинске протяженностью 2,5 километра. Ввод в эксплуатацию данного объекта запланирован до конца 2022 года. На завершение строительства объекта выделены средства в размере в 2020 году 100 миллионов, в 2021 предусмотрено 21,5, в 2022 203,5 миллиона рублей. В 2021 году предусмотрено 30,1 миллиона рублей на завершение проектно-изыскательских работ по 3 объектам. Строительство мостового перехода через реку Весляна, строительство автомобильной дороги на участке Мазандор-Е2, строительство моста через река Луза. Кроме того, на строительство сети автомобильных дорог регионального значения направлены мероприятия регионального проекта «Коммуникация между центрами экономического роста». 16 слайд. Так, основной целью региональной программы «Коммуникация между центрами экономического роста» является обеспечение к 2022 году ввода в эксплуатацию 23 километров в результате завершения реконструкции автомобильных автодороги регионального значения Сыктывкар-Нарьян-Мар на участке Кабанты-Виз, поселок Малая Пера. В настоящее время внесены изменения в адресную инвестиционную программу Республики Коми на 2020 год. И проводится работа по заключению дополнительного соглашения к государственному контракту по реконструкции указанного объекта, а также по заключению дополнительного соглашения к соглашению предоставления из федерального бюджета, бюджета Республики Коми иных межбюджетных трансферов на соответствующие цели, заключенные с Федеральным дорожным агентством. Таким образом, общий объем финансирования по объекту 2020 года составляет 989,5 миллиона рублей. Из них за счет средств федерального бюджета 566 миллионов рублей. По состоянию на 1 ноября 2020 года профинансировано 429,5 миллиона рублей. В настоящее время строительные работы на объекте завершены. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию и освободить выделенные средства в полном объеме. В целях усиления контроля за осуществлением дорожной деятельности и обеспечению сохранности автомобильных дорог регионального значения в ходе реализации программы осуществляются мероприятия, направленные на оказание государственных услуг по выдаче разрешительных документов в сфере сохранности автомобильных дорог и выполнения работ по контролю за качеством выполняемых дорожных работ, обеспечение контроля за соблюдением режима движения тяжеловесного транспорта на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, а также осуществляется государственный региональный надзор за сохранностью автомобильных дорог
регионального значения. 18 слайд. Значит, хочу отдельно остановиться на мероприятиях, направленных на решение задачи обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Коми. На автодорогах регионального значения Республики деятельность по контролю за перевозками тяжеловесных и крупногабаритных грузов осуществляется подведомственно Минстрою казенного учреждения «Дорожный контроль». По состоянию на 1 ноября 2020 года общее количество выданных специальных разрешений на движение крупногабаритов или тяжеловесного транспорта составило 2611 штук. Количество выданных согласованных федеральным органом управления дорог 5855 штук. Общая сумма денежных средств, поступивших в республиканский бюджет в связи с возмещением нанесенного автодорогам вреда по состоянию на 1 ноября 2020 года составила 34 миллиона 70 тысяч рублей. В целях обеспечения сохранности региональных дорог и осуществления недопущения нарушений при движении тяжеловесных или крупногабаритных транспортных средств 27 июня 2018 года был заключен государственный контракт на оказание услуг аренды автоматизированной системы весогабаритного контроля «Далее система» сроком на 5 лет на общую сумму 467 миллионов рублей. Я думаю, вы все прекрасно знаете всю эту замечательную историю, которая сейчас уже обросла и судебными решениями, и судебными процессами, и работой правоохранительных органов. Поэтому, если надо, я могу подробнее про это рассказать. Если, либо сейчас, либо в ходе вопросов, потому что система фактически не работает, и идет глубокая юридическая борьба, так скажем, всех участников процесса. Я намерен с этой проблемой разобраться и снять вопрос по этой системе. Система должна быть, система должна работать, дороги должны быть сохранены. За период эксплуатации этой системы внесено 65 тысяч постановлений на общую сумму 200 миллионов рублей, из которых 589 нарушений на сумму 137 миллионов рублей. При эксплуатации системы мы столкнулись, опять с целым рядом проблем. Фактически, по большому счету, сейчас систему, можно сказать, практически не работающей. Вторая проблема. В настоящее время из 6 пунктов система работает всего один. По контракту предусмотрено наше обязательство. Если один пункт не работает 120 часов, мы за это не платим. Это опять же приводит к тому, что мы сейчас в судах Но, повторяюсь, мы нацелены на том, чтобы работоспособность системы восстановить. Потому что нельзя пускать ни габариты, тяжеловесы на дороге тогда, когда им там нельзя быть. И надо самыми решительными мерами бороться с теми, кто пытается выйти на дороги тогда, когда нельзя. 20-й слайд. В целях решения задачи по внедрению современной и совершенствованию существующих механизмов развития и эксплуатации дорожной сети и управления государственным имуществом в области дорожного хозяйства реализуются следующие мероприятия. Осуществление учета и ведения реестра автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Республики Коми. Исполнение функций оказанных услуг в сфере управления и распоряжения автомобильными дорогами. Подготовка проектов межевания территорий. Паспортизация автомобильных дорог. Обмен информацией с участниками и разработка новых материалов. Проведение сравнительных межлабораторных испытаний новых материалов. Общий объем финансирования на 2020 год по проведению первичной технологической инвентаризации автомобильных дорог по межеванию территории технических планов и государственному кадастру составили 13,9 миллионов, из которых по состоянию на 1.11 в рамках заключенных государственных контрактов освоено аж целых 3,5 миллиона рублей. И до конца планируется освоить еще 4,5 миллиона рублей, что составит 57% от всей программы. Основная причина нарушения достижения плановых показателей – это недобросовестное исполнение подрядчиками своих обязательств. Это ООО «Северный земельный проект», ООО «НПП Инженер», ООО «Компас»,
обязательства по контрактам, а также наличие возникших обязательств, препятствующих исполнению работ по контрактам, изменений в законодательстве, выявление неучтенных реестровых ошибок. Ну, тут будет у нас вестись, опять же, претензионная работа. У меня общий настрой на то, чтобы каждый знает, за что он подписался, каждый знает договор, за который он подписался, не исполнил договор, будь добр, наказан. В 2021-2023 годах работы на указанном направлении будут продолжены. На данной цели предусматривается средства в размере 6,5 миллиона рублей. 21 слайд. В рамках программы также осуществляется реализация отдельных мероприятий регионального проекта общесистемные меры развития дорожного хозяйства в части применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов. Основными задачами данного регионального проекта является применение интеллектуально энергосберегающих технологий освещения на автомобильных дорогах регионального значения. В других регионах видел, везде эффективно работает, поэтому и в регионе, который кормит полстраны, тоже должно быть такое же. Да. Улицы подсвещены, повороты подсвещены, переходы освещены. Это безопасность в первую очередь. Значит, региональным проектом, как я уже раньше говорил, на 2020 год предусмотрено устройство освещения протяженностью почти 5 километров дорог. По состоянию на 1 ноября вся физика выполнена, целевые показатели физически достигнуты. Вот. Значит, далее. Внедрение практики применения контрактов жизненного цикла и расширение практик применения наилучших технологий. Ну, то есть тут понятно, да, общий федеральный тренд о том, чтобы гарантийный срок был не год, два, три, а все, что предусмотрено. Тут предстоит большая работа, поэтому будем работать. Планируем к 2024 году 70% контрактов вывести на такую схему. В 2020 году планируем выйти на 20% от общего показателя на контракты общего жизненного цикла. Третье направление – это введение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроль за соблюдением правил дорожного движения. Ожидаемый результат – это значит увеличение к 2024 году количества стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушения правил дорожного движения. Но опять же, вот вчера Владимир Викторович проводил совещание, связанное с резким ростом смертности на дорогах, и в том числе давал поручение активизировать работу, и компетентные органы доложились о том, что количество камер будет кратно возрастать, и это должно положительно все-таки сказаться и на безопасности дорожного движения, и на общей культуре поведения водителей на дорогах. Вот. К 2024 году планируется стационарных камер иметь 93 единицы. Значит, в 2020... Да. Все, я и так пытаюсь сократиться. Вот. Ну, в общем, по большому счету, тогда спасибо за внимание. Доклад закончил. Если есть вопросы, надеюсь, что их нет. Готов ответить. Спасибо. У нас вопросы по окончанию всех докладов. Еще два содокладчика. С докладом выступит исполняющий обязанности министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми Паникова Людмила Геннадьевна. Пожалуйста, тоже помните, пожалуйста, о регламенте. Мы договаривались. Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные, в рамках государственной программы Республики Коми развития транспортной системы реализуется очень важная социально ориентированная подпрограмма – это развитие автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного видов транспорта в Республике Коми, нацеленная на выполнение доступности, качества и безопасности транспортных услуг на всех видах транспорта. Подпрограмма реализуется по 3 основным направлениям.
и решает 3 основные задачи, представленные на слайде. Что касается расходов республиканского бюджета, то хочу отметить, что в период с 2019 по 2023 годы в бюджет закладывается ежегодно порядка 890 миллионов рублей. Исключением явился 2020 год. Увеличение бюджетных расходов в текущем году на 242 миллиона рублей связано с тем, что сфера транспорта оказалась в числе наиболее пострадавших отраслей от последствий ковид. В результате сокращения выручки, дополнительных убытков в связи с вынужденными расходами на санитарно-эпидемические мероприятия, на дезинфекцию при сохраняющихся обязательствах по оплате ежемесячных лизинговых платежей, налогов, зарплаты, аренды стоянок, расходов на ГСМ, страховых платежей и так далее, перевозчики попали в тяжелую финансовую ситуацию. И правительственной бюджетной комиссией было принято решение о дополнительном финансировании транспортных предприятий. Так, на 200 миллионов рублей частично компенсированы потери в доходах Коми Авиатранса от осуществления аэропортовой деятельности. 23 миллиона 602 тысячи рублей было возмещено автотранспортным предприятиям на уплату лизинговых, арендных и кредитных платежей за движимое имущество. Весной этого года, когда принимались решения об организации удаленной работы и когда открывались дачные маршруты, которые давали возможность побыть в самоизоляции, а также необходимо было соблюсти социальную дистанцию, таким образом на маршруты выходили по 2 автобуса на рейс. Как раз для организации осуществления таких перевозок было направлено 18 миллионов 780 тысяч рублей. Хочу отметить, что ежегодно основная часть расходов идет на поддержку воздушного транспорта. В 2020 году доля финансирования воздушного транспорта составила 72,5%. Эти 812 миллионов, которые вы видите на слайде, из них почти 553 миллиона было предусмотрено на частичную компенсацию потерь в доходах от осуществления аэропортовой деятельности. Это с учетом дополнительного финансирования в объеме 200 миллионов рублей. До конца года планируется освоить все выделенные объемы средств, и сейчас остаток составляет 90 миллионов, это 8%. Что реализовано в этом году в рамках задачи повышения уровня доступности и качества транспортных услуг? В первую очередь удалось сократить охват населения транспортными услугами автомобильного транспорта, который наиболее востребован у нас в республике, ну и, соответственно, развит, его доля составляет более 90%, железнодорожного транспорта, ну и 2 видах транспорта, это воздушного и речного. Что касается объемов перевозок, то в связи с введением ограничений в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции заметно снижены объемы перевозок и практически на всех видах транспорта. Наглядно видно на слайде. В части транспортной логистики для жителей республики предоставлена возможность выезда за пределы республики автобусным сообщением в города, которые представлены на карте. Это направление Архангельское и Уральское, я бы так назвала. Перевозки осуществляют как республиканские, так и иногородние перевозчики. Внутри республики регулярное автобусное сообщение организовано на 225 муниципальных маршрутах, на 32 межмуниципальных маршрутах, и еще сезонно запускаются дополнительно в дачный сезон 5 межмуниципальных маршрутов. 8 из 30 межмуниципальных маршрутов и 16 столичных маршрутов обслуживает дочернее предприятие Коми Автотранс. Его дочернее предприятие Сыктывкарское автотранспортное предприятие номер 1. За 9 месяцев доля САТП в перевозках в целом в республике составила 29%, перевезено 7 миллионов человек. И наряду с САТП по столичному городу 11 маршрутов обслуживает товарищество перевозчиков, которое объединило 13 индивидуальных предпринимателей. Доля товарищества в перевозках составила 27%, перевезено 6,8 миллионов человек. Кроме представленных на слайде предприятий, перевозку осуществляет еще индивидуальный предприниматель Рихвиашвили, доля на рынке 6%, ИП Карпова 2% и Сосногорская АТП тоже 2%. Планируется, что большинство перевозчиков будут подключены к введенной в этом году
к введенной в эксплуатацию в сентябре этого года единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом, которая является отраслевой подсистемой государственной информационной системы региональная навигационная информационная система РНИС. Что это дает? Система позволяет получать информацию об автотранспортных средствах, обрабатывать, представлять навигационную информацию о местоположении автобуса и обеспечивать контроль перевозок. Здесь можно моделировать маршрутную сеть, отслеживать актуальность и соблюдение расписаний движения, а также соблюдение остановок на установленных местах. Для удобства расчетов в автобусах увеличивается число терминалов по безналичной оплате проезда с использованием банковских карт и транспортных карт. Использование специальной транспортной карты, которую можно приобрести в кассах компании Комиавтотранс, дает скидку 2 рубля за проезд в ограниченном перечне маршрутов и 1 рубль на межмуниципальных маршрутах 101 и 174, которые осуществляет товарищество. С июня по октябрь 2020 года в Сыктывкаре и Ухте введены социальные электронные проездные билеты, которые выдаются бесплатно и заменяют собой социальный проездной билет для оплаты проезда льготных категорий граждан. Что касается проблемных вопросов, то здесь можно отметить наличие нелегалов, что влечет за собой отмену автобусных маршрутов ввиду нерентабельности работы официальных перевозчиков. Прекращение официальных регулярных перевозок приводит к срыву транспортного сообщения между районами Республики Коми и Сыктывкаром, а также росту социальной напряженности. Обычно нелегалы действуют под видом заказных автобусов или такси и не принимают социальные билеты. Выдаваемые ими билеты проездные не принимаются к оплате в счет командировочных расходов, не принимаются пенсионным фондом при реализации пенсионерами права проезда к месту отдыха и обратно. В настоящее время деятельность нелегальных перевозчиков наиболее активна по направлениям из Сыктывкара в Ухту, Микунь, Усть-Кулом, Визингу, Обьячево. Наибольшее число нелегалов насчитывается в сфере услуг такси. На это есть много причин. Это и многочисленные пробелы законодательства, в том числе для появившихся в рамках развития цифровой экономики агрегаторов, которые осуществляют коммуникацию фрахтовщиков и фрахтователей через IT-платформы. Это и непродуманная политика увеличения налоговой нагрузки, это несовершенственная система штрафов, несовершенная, и отсутствие специально отведенных для легальных перевозчиков мест стоянок. И, наконец, захват рынка перевозок информационными центрами, диспетчерскими службами и интернет-приложениями, которые при организации услуг такси заключают договора с перевозчиками, не имеющими специальных разрешений. В результате динамика количества выдаваемых разрешений имеет тенденцию уменьшения с 2012 года и представлена на слайде. Слайд, пожалуйста, верните, да. Для пресечения нелегальной деятельности Северный Угаден и АДН по республике совместно с МВД и Минпромом на регулярной основе осуществляются рейдовые мероприятия по ежеквартальному графику. В текущем году министерством введена практика по проведению совместно с ГИБДД мониторинга за деятельностью в сфере легкового такси на территории Сыктывкара и ближайших муниципальных районов. Дополнительно перевозчики на регулярных маршрутах направляют в Минпром информацию о выявленных нелегалах. По мере формирования доказательной базы министерством рассматриваются дела об административном правонарушении, и информация о деятельности нелегалов направляется в УГАДен и также в УФНС для принятия мер воздействия. Так, в период за 9 месяцев 2020 года должностными лицами министерства рассмотрено 63 материала по признакам административных правонарушений, представленных органами полиции. К административной ответственности привлечено 24 лица. Для легализации услуг такси, создания условий, при которых услуги такси в полной мере соответствовали бы требованиям по безопасности и качеству, принимаются различные меры межведомственного взаимодействия, в том числе, например, как тоже мотивируют для легализации такси, в октябре 2020 года совместно с Общественной организацией по развитию такси в России проведен в регионе конкурс «Лучший водитель такси 2020 года», по итогу которого победитель от Республики Коми в дальнейшем примет участие в федеральном конкурсе. Несмотря на ограничительные меры, связанные с эпидемиологической ситуацией, потребность в передвижении по региону существовала.
и была реализована. Так, например, в 2020 году были открыты 3 межмуниципальных маршрута, они представлены на карте. Это Долоймы, это Кашмудар-Айкино и Троицко-Печорск-Сыктывкар. Также были восстановлены перевозки по 6 межмуниципальным маршрутам. В схему межмуниципальных маршрутов Усть-Вымского направления включен новый остановочный пункт «Поворот на Язель» по требованию по просьбам жителей населенного пункта в обоих направлениях сторон. Территориально он находится в районе поворота на поселок Язель Сыктывдинского района автомобильной дороги Сыктывкар-Ухта. Ранее жители Язеля вынуждены были добираться от ближайшей остановки Качаяк более 2 километров вдоль интенсивной автодороги. И вот через новый остановочный пункт проходят межмуниципальные автобусные маршруты из Сыктывкара до Красной, Дань-Дора и Микуни в прямом и обратном направлении. И в одном направлении из Коквицы в Сыктывкар. Логистическая схема железнодорожного транспорта представлена на карте. Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования осуществляются акционерным обществом «Федеральная пассажирская компания». А основная доля железнодорожных перевозок внутри республики приходится на АО «Северная пригородная пассажирская компания». Следующий слайд, пожалуйста. Размер маршрутной сети которой в пригородном сообщении составляет 21 поезд на 8 маршрутах. И один маршрут Сыктывкар-Усинск круглогодичного цикла организован Федеральной пассажирской компанией. В 2020 году в транспортный заказ включено продление маршрута поезд Инта-Печора до станции Кожва и назначение дополнительного поезда сообщением Кожва-Печора. Пожалуйста, следующий слайд. Данный маршрут запущен с 1 октября 2020 года. По обращению общественной организации «Экстремальный туризм» в городе Воркуте намечен востребованный населением туристический маршрут Воркута-Сопь-Воркута. Он только намечен, хочу отметить. И сейчас активно ведутся переговоры с РЖД. Там есть некоторые моменты, которые, в принципе, можно обсуждать и реализовать этот маршрут. В наибольшее количество городов, расположенных за пределами Коми-Земли, следующий, пожалуйста, слайд, жители республики могут попасть на воздушном транспорте. Авиалинии из городов Сыктывкар, Ухта, Усинска, Воркута до пунктов назначения представлены на карте. Все внутренние авиаперевозки организованы компанией Коми Авиатранс. Следующий слайд, пожалуйста. Посредством 2 самолетов Л-410, которые сейчас на крыле, предприятие осуществляет перелеты из Сыктывкара в Усть-Цильму, Ухту, Усинск, Печору и Инту. В условиях отсутствия дорог с твердым покрытием в период распутицы в 5 районах республики, это Интинском, Печорском, Ухтинском, Уссылимском и Усинском, а также на маршрутах, которые объединяют населенные пункты Ижемского, Уссылимского и Ухтинского, а также Вухтыльского районов посредством 10 вертолетов Ми-8. А там осуществляется доставка пассажиров и грузов в труднодоступные населенные пункты. По причине отсутствия в период межсезонья наземного транспортного сообщения между населенными пунктами в Ижемском и Троицко-Печорском районах в транспортную схему авиаперевозок включены новые вертолетные маршруты в прямом и обратном направлении из Ухта, Койю и Ижму, а также из Ухты в Троицко-Печорск и Приуральский. В поселках Койсю и Приуральский построены вертолетные площадки. В настоящее время идет работа по утверждению тарифов для населения и расчет нормативных расходов с целью возмещения выпадающих доходов от осуществления данных перевозок. До конца года уже в ближайшее время планируется лететь на Ан-24 в Воркуту. Первый поступивший в республику Ан-24 с этого понедельника начал курсировать в Усть-Цильму, увеличив количество рейсов до 3 раз в неделю. Остальные и рейсы по средам и пятницам продолжат выполнять на Л-410. Остальные самолеты Ан-24 проходят тестовые полеты и получают сейчас в настоящее время разрешительные документы, после чего будут доставлены в республику и начнут курсировать в Воркуту. В Печорском речном бассейне перевозка пассажиров и грузов осуществляется как местными перевозчиками в Усинске, в Усть-Цильме и в Печоре, а также региональной транспортной компанией. Посредством 3 катеров региональной транспортной компанией организованы перевозки по 3 маршрутам, один из которых межмуниципальный – это Печора-Вуктыл.
В Северодвинском бассейне также работают местные перевозчики в Ударском, Кнешпогостском, Усть-Свымском районам, а также муниципальное предприятие «Жилкомхозсервис» Сыктывкара. Посредством 5 теплоходов, 2 самоходных паромов и 2 буксирных теплоходов «Жилкомсервис» организованы маршруты между Сыктывкаром, Ситкиркичем, Заречным, Трехозеркой и Сидорполоем. Положительным моментом для перевозчиков в 2020 году стало событие нормативного урегулирования вопроса субсидирования грузопассажирских паромных перевозок на разрывах дорог местного значения. Ранее напомню, что субсидирование осуществлялось только на разрывах дорог регионального и межмуниципального значения. Следующая задача в рамках сохранения транспортной инфраструктуры, представленной на карте, а также ее усовершенствования и модернизации, большое внимание уделяется адаптации объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств для пассажиров с ограниченной мобильностью. В 2020 году состоялось несколько значимых событий. Доля рейсовых автобусов для маломобильных групп населения доведена до 35% в Сыктывкаре и 14% по Республике Коми. В 2020 году в Сыктывкаре закуплены на городские маршруты 7 автобусов, 4 на дизеле и 3 на метане среднего класса с оборудованием для перевозки мобильных групп населения. 28 августа 2020 года состоялось торжественное открытие нового железнодорожного вокзала в Сосногорске. Здание нового вокзала построено в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве между правительством, РЖД и администрацией Сосногорского района, заключенного в августе 2018 года. Впервые в России пассажирский такой комплекс возведен с использованием технологии модульного строительства. Площадь вокзала около 1000 квадратных метров, вместимость 50 человек. Вокзал полностью адаптирован для пассажиров с ограниченной мобильностью, и общая стоимость проекта составила 612 миллионов рублей. При строительстве данного вокзала были использованы новые строительно-технические решения. Так, применение современных технологий BIM-проектирования и блок модульного строительства позволило ускорить возведение здания вокзала на 1 год раньше намеченного срока и обеспечить его ввод в эксплуатацию к столетию республики. В настоящее время министерством проводится работа по заключению соглашения с РЖД по передаче опыта применения BIM-технологии при строительстве объектов капитального строительства. Такое соглашение уже подписано с Санкт-Петербургом. Силами Северной железной дороги в соответствии с утвержденной инвестиционной программой до 2021 года на железнодорожном вокзале города Сыктывкара в настоящее время завершаются работы капитального характера по адаптации платформы перрона и вокзального комплекса для использования маломобильными группами населения. На территории вокзала временно организована новая схема движения потока, и проект планируется завершить в декабре текущего года. По поручению главы Минпромом проводится ежедневный контроль хода реализации проекта. В текущем году в рамках инвестиционной программы РЖД обновлен подвижной состав пригородных поездов. В настоящее время 12 новых вагонов плацкартного типа курсируют по 7 маршрутам, что позволяет сделать поездку более комфортной. А в пассажирские поезда дальнего следования к формированию вагонного участка в Сыктывкаре включаются вагоны, которые оборудованы специальными купе и вспомогательными посадочными устройствами для проезда пассажиров с ограниченными возможностями. Специальными технологиями оборудованы и аэропорты Республики Коми. В настоящее время осуществляются работы по капитальному ремонту помещений в здании международного сектора аэропорта Сыктывкар имени Истомина. Росгранстрой на эти цели выделила 4,9 миллионов рублей и приняла на себя часть обязательств. В результате, что будет сделано? Будет расширена площадь помещений терминала для пассажиров. Дополнительно будут установлены 2 кабины паспортного контроля, их будет всего 4. Косметический ремонт внутри здания будет произведен и будут усовершенствована система кондиционирования и вентиляции. После завершения работ будет увеличена пропускная способность, а также будет обеспечен дополнительный комфорт. Данные работы выполняются в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством и МОНДИ. Компания выделила на данный проект 40 миллионов рублей.
Также в настоящее время решается вопрос по дальнейшему использованию аэропортового комплекса в Ижме. Так как этот аэропорт находится в федеральной собственности, его эксплуатация не может производиться за счет средств республиканского или местного бюджетов. При этом с посадочной площадки в межсезонье осуществляются вертолетные пассажирские перевозки. Пассажирам и персоналу необходимо помещение для ожидания рейса. Старое здание обветшало, не отапливается и отключено от электроснабжения. В данный момент вопрос передачи с федеральной собственности комплекса в целом, либо выделения его части и последующей передачи находится в проработке совместно с Росимуществом. Это на контроле у главы. Мы с Минимуществом, с комитетом по имуществу республики раз в неделю собираемся по этому вопросу на общих совещаниях. В целях соблюдения безопасности дорожного движения и надежности транспорта в республике приказом Минпрома от 31 января 2020 года определен норматив минимальной обеспеченности населения республики пунктами технического осмотра транспортных средств. В целях повышения безопасности и качества пассажирских перевозок в салонах автобусов рекомендовано не менее 2 видеорегистраторов, которые фиксируют ситуацию и в салоне, и перед автобусом. Данное условие содержится во всех государственных контрактах на выполнение пассажирских перевозок на межмуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам. Ну и также включено в требования к участникам конкурса на выдачу свидетельств на право осуществления пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам. Комплексные схемы организации дорожного движения, принятые в муниципальных образованиях республики численностью более 10 тысяч человек, позволяют системно планировать и принимать меры, в том числе по снижению аварийности на дорогах с участием общественного транспорта. Ревизия таких программ, которую Минпром провел в соответствии с поручением главы, выявила то, что муниципалитетами проработан этот вопрос. В каждой КСОДе, в каждой комплексной схеме такие мероприятия предусмотрены. И в пределах полномочий местных и исполнительных распорядительных органов принимают соответственные планы предусмотрены. На объектах железнодорожной транспортной инфраструктуры устойчивая и безопасная работа обеспечивается подразделениями транспортной безопасности. Для повышения безопасности пассажиров входы в железнодорожные вокзалы оборудованы интроскопами, установками, которые автоматически распознают предметы и вещества, запрещающие или ограничивающие к перемещению на территории вокзального комплекса. Работа по обеспечению безопасности на воздушном транспорте осуществляется в рамках работы соответствующей комиссии по авиационной безопасности АО «Коми Авиатранс». С целью массового оповещения предупредительных мер Министерством совместно с партнерами разрабатываются и распространяются информационные материалы и видеоролики. В 2021 году планируется продолжить программу по направлениям, представленным на слайде, актуализировать мероприятия и повысить показатели результативности программы от 82 с оценкой умеренной эффективной за 2019 год до эффективной более 85%. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Людмила Геннадьевна. Слово предоставляется Гурьеву Игорю Валерьевичу. Он расскажет об итогах финансово-экономической экспертизы госпрограммы. Пожалуйста. Добрый день, Сергей Анатольевич, Елена Сергеевна, депутаты, приглашенные. Доклад будет максимально сжатый. За 2019 год расходы республиканского бюджета на реализацию программы профинансирования на 89% годовому плану составили 6 миллиардов 87 миллионов. По итогам 2019 года программа оценена как умеренно эффективная. В отношении состояния дел с реализацией госпрограммы в текущем году. За 10 месяцев 2020 года по ряду мероприятий имеет место низкое освоение средств. Все эти мероприятия подробно указана информация, ранее переданы контрольно-счетной палатой. Я бы хотел отдельно остановиться на мероприятии, как раз который очень хотели услышать, по созданию системы весогабаритного контроля и обеспечению ее функционирования на автомобильных дорогах общего пользования, регионального и межнационального значения. По нему также отмечен низкий уровень освоения бюджетных средств, чуть более 16%. От предусмотренного объема. В рамках данного мероприятия осуществляется оплата работ по государственному контракту, заключенному между государственным казенным учреждением дорожного контроля и ПАО «Ростелеком» на оказание услуг аренды автоматической системы весогабаритного контроля. По условиям контракта на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межнационального значения Республики Коми были установлены 6 автоматических скоростных комплексов весового и габаритного контроля.
При этом в настоящее время из 6 пунктов системы весогабаритного контроля только 1 пункт находится в рабочем состоянии. 4 весогабаритных комплекса в Ухте, Эш-, Зеленце и Затоне признаны непригодными. В числе причин неудовлетворительное состояние дорожного полотна в местах установки пунктов. Еще 1 пункт контроля в городе Усинске также не функционирует с апреля 2019 года по причине повреждения неустановленными лицами датчика системы в полотне дороги. По данному пункту идут судебные споры в арбитражном суде республики между дорожным контролем и Ростелекомом. В целом, по итогам отчетного периода автоматический контроль за перевозкой тяжеловесных и крупногабаритных грузов с использованием создания рубежей контроля обеспечивался не полностью. Наличие проблем не позволяет использовать возможности системы в полном объеме. Цель использования системы в части фиксации нарушений правил дорожного движения и передачи информации о выявленных с помощью системы правонарушениях в органы государственного контроля, надзора не достигнуто. В отношении планов по финансированию госпрограммы в 2021 году. Ресурсное обеспечение госпрограммы на 2021 год предусмотрено в сумме 5 миллиардов 579 миллионов с уменьшением более чем на 3 миллиарда рублей относительно 2020 года. Основной объем снижения финансирования приходится на мероприятия по содержанию, ремонту, в том числе капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, регионального или межмуниципального значения. Более миллиарда рублей. По итогам рассмотрения проекта программы ответственному исполнителю предложено активизировать работу по освоению всего объема средств, предусмотренных на реализацию программы в 2020 году, комплексно с участием всех заинтересованных сторон рассмотреть ситуацию, связанную с нефункционированием на дорогах республики рубежей автоматической системы весогабаритного контроля. И по докладу Игоря Викторовича очень позитивно озвучили в части установки нового освещения в рамках программы «Энергоэффективность». Я бы очень хотел, чтобы вы внимание обратили на северные города Инта, Усинск и Воркута, где буквально сейчас уже начинается полярная ночь, и в течение 90 дней, буквально час-два, это будет только день, можно сказать, и то так формально. И это будет не только безопасность дороги, это в первую очередь человеческие жизни, ну и, конечно, жизни детей на пешеходных переходах. Доклад закончен. Спасибо. Спасибо большое. Тогда попрошу ответить Игоря Викторовича. Игорь Валерьевич, добрый день. Спасибо за вопросы. Значит, начну с последнего. Освещения Инта, Усинск, Воркута. Я себе записал. Посмотрим, что возможно. Обещать не буду, не имею свойства обещать, что не могу. Вот. Если есть какой-то у нас вариант, что-нибудь предложим. Возвращаясь к первому вопросу, значит, по весогабаритным постам. Значит, согласно причина основная низкого освоения финансовых средств. Значит, согласно текущего госконтракта к оплате не принимаются работы при условии неработоспособности хотя бы одного поста на протяжении 120 часов. Как и я докладывал, как и вы отмечаете, у нас фактически из всей системы сейчас работает только один пост, поэтому оснований для оплаты не оказанных фактически услуг нету. С целью разрешения вот этой всей правовой коллизии, в целом разобраться, мы ведем внутри себя, ну, как и вы отметили, ведется претензионная работа, судебная работа, привлечены правоохранительные органы по факту уничтожения одного из постов неустановленными лицами. Работа эта будет продолжаться. О ее результатах мы доложим отдельно, когда будут конкретно там судебные решения. Внутри себя мы также проводим сейчас определенную организационную работу по анализу всей ситуации. Как сложилось, почему сложилось, как не досмотрели, какие меры предприняли, какие не предприняли. Поэтому по первому вопросу вот у меня пока такой ответ. Работа ведется, о результатах доложим отдельно. Что касается второго, значит, вопроса, это по визуально резкому сокращению затратной части на 2021 год, когда у нас, грубо говоря, на текущий год общая цифра 7 с копейками миллиардов, да, на следующий год практически на 3 миллиарда идет снижение. Тому есть объективные и субъективные, да, там
момент. Если в этом году это 7,675 миллиарда рублей, да, в них вошли 680 миллионов из дополнительных источников, да, то есть это не только средства дорожного фонда. Значит, еще 526 миллионов, опять же, переходящая экономия ранних периодов. То есть мы при формировании 2021 года этих источников дополнительного наполнения статьи фактически не имеем. У нас остается только фактически фонд дорожный, больше пока что нечего, но работа в этом направлении ведется. Но берем за основу ту цифры, которые есть. Повторяюсь, разница цифр обозначена была тем, что на 2020 год цифра была сформирована с привлечением дополнительных средств в виде федерального бюджета, переходящих затрат и так далее. На 2021 год мы выходим только с теми цифрами, которые у нас фактически обеспечиваются дорожным фондом и республиканским бюджетом. Доклад закончен. Все-таки надо еще, наверное, добавить, что около миллиарда рублей все-таки и Минфин вам не доложил, да, как бы в бюджет. И это связано, конечно, наверное, с экономией, это с дефицитом бюджета связано. Но, тем не менее, я думаю, что мы в согласительной комиссии обязательно будем это все вставлять с точки зрения того, что, опять, у нас дорог очень много протяженностью, которые именно находятся в пользовании, в собственности республики, муниципалитетов. Там около 2600 километров. При этом ремонтируем мы только 300 километров. То есть мы таким способом только усугубляем ситуацию, и лучше она не становится. Поэтому я думаю, что совместно нужно попробовать как бы все равно или в этом бюджете, или в изменениях бюджета в апреле все-таки статью по ремонту дорог и использованию дорог увеличивать. И, естественно, мы будем и с Минфином, и с Федерацией отрабатывать. Значит, на Федерацию сегодня в ночь я улетаю, там дорожная неделя идет, да. Кроме того, там сейчас находится глава республики и первый вице-премьер. Значит, они сегодня идут в Минстрой и Минтранс также. Поэтому мы будем плотно работать с Федерацией с целью затащить деньги, за которыми Владимир Викторович обращался к Владимиру Владимировичу, на республику. Хорошо, давайте перейдем к вопросам. Сергей Анатольевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, да, значит, понятно, мы прослушали два доклада, и, наверное, у всех вызывает озабоченность снижением финансирования по содержанию вообще дорожной инфраструктуры. И у нас в Государственном Совете достаточно много обращений от граждан, наших избирателей по конкретным вопросам. И я хочу вот эти вопросы сегодня задать. Это первый вопрос, связанный, значит, с участком автодороги Том-Керки. Какие перспективы приведения этой дороги в состояние пригодное для эксплуатации? Второй вопрос – это когда же все-таки точная дата окончания ремонта моста через Вычегду? 2021 год назван, но это может быть и январь, и декабрь 2021 года. Все-таки нужно конкретный срок окончания. Все мы ездим по этой автодороге и знаем, какие пробки там стоят. И третий вопрос – это у нас есть переправа, значит, местечки Сит-Кыркыч. Была заявлена возможность организации понтонной переправы. В каком состоянии вот этот проект? Есть ли вообще реальность в реализации, так сказать, установки понтонной переправы для, так сказать, транспортного сообщения с местечком Сит-Кыркыч? Это вопрос один. И второй вопрос, связанный с транспортной отраслью. У нас во время пандемии она, конечно, значительно пострадала. Мы понимаем, что объем перевозок упал. И в связи с этим вопрос, значит, разделен на две части. Первое – это у нас есть государственное предприятие. Им с бюджета, как мы слышали, выделены, так сказать, достаточно серьезные средства, 242 миллиона. Хотелось бы узнать, как министерство предполагает сокращение транспортных перевозок
в связи с дальнейшей, скорее бы, волной пандемии на 2021 год и зарезервированы какие-то средства для оказания помощи отрасли. Но у нас есть еще и значит, часть транспортных компаний, которые, так сказать, принадлежат частникам. Мы знаем, что эти транспортные компании получают другие виды поддержки в виде кредитов, льготных рассрочек по налогам и так далее. Хотелось бы узнать, в каком объеме значит, они получили эту поддержку и есть ли проблемы в оказании вот этой поддержки тем предприятиям, которые осуществляют транспортные перевозки в связи с пандемией. Значит, я, с вашего позволения, на пару вопросов отвечу сам. Что касается понтонного моста, я попрошу Слабикова Эдуарда подключиться, как корифея и знатока всех и вся. Значит, что касается сроков моста, ремонта, контрактные сроки ноябрь 2021 года, предлагаю их взять за ориентир. По дороге Том-Кирки и по понтонному мосту я прошу Эдуарда, тем более он был буквально на днях на дороге вместе с главой на выездном совещании, поэтому он пожалуйста. объективнее доложит. Ну, давайте начнем то, что касается дороги Том-Кирки. Значит, на самом деле мы уезжали с главы Республики Коми на объект. Я лично проезжал до самого Тома, посмотрел содержание дорог. Значит, на сегодня согласовывается протокол по данной поездке. Значит, принято решение о строительстве моста в районе Керок, для того, чтобы можно было выходить напрямую с дороги Том-Кирки на дорогу республиканского значения. Сейчас просто штрихи, значит, протокола согласовываются. Там есть возражение Минфина, поскольку мост будет муниципальный, и, соответственно, надо и техническое задание подготовить Минстрой, но строить и проектировать будет муниципалитет Сосногорска. Для этого мы должны предусмотреть субсидии хотя бы на первоначальном этапе до 10 миллионов. Это субсидия на проектирование. Каким-то образом передать с уровня республиканского бюджета на уровень бюджета Сосногорск. То есть они готовы заняться этой работой. Параллельно готовим обращение главы Республики Коми в адрес ПАО «Газпром» господина Миллера, значит, с тем, чтобы в период строительства данного моста, это займет, по нашим оценкам, около 4 лет, значит, были организованы проезды по вдольтрассовому проезду «Газпрома» с применением пунктов пропуска, чтобы не было никакой аварийной ситуации на данных участках вот этой дороги, так называемой вдольтрассовой дороги. Все эти вопросы мы сейчас решаем, дополнительно доложим, значит, после того, как будет согласован протокол. Что касается моста в Ситкыргище, то данный объект тоже муниципального характера. Значит, мы непосредственно с компанией «Сталкер», которая у нас в республике построила уже не один мост, последний большой мост, который построен, это мост в Выжме, собирались в муниципалитете. Значит, компания «Сталкер» презентовала данный мостовой переход. Я уже докладывал у главы, когда собирались по съезду Коми-Войтер. Значит, тут история какая? Поскольку река является судоходной, то средний пролет данного моста надо определить, как он будет у нас распускаться. Либо это будет, значит, распускаться катером, либо это будет какая-то гидравлическая система, которая могла бы открывать средний пролет для того, чтобы проходили маломерные там, или какие-то крупные суда. Этот вопрос сейчас решается. И второй вопрос, немаловажный, это дно углубления в районе установки этого моста. Значит, на совещании тоже принимали участие люди, ответственные за водные пути. Пока решение с их стороны тоже не принято, каким образом это будет делать. Программа у них есть, но вот немножко такая история, она немножко затягивается, потому что все должны как бы в совокупности решить свои вопросы. И еще раз повторяю, что мост муниципальный, значит, презентация данного моста у нас имеется, мы можем вам, не знаю, там, депутатский корпус направить, чтобы вы тоже ознакомились с тем, что нам сегодня предлагают. Ну и опять же те же процедуры процедуры, ну и, соответственно, строительство, а это поиск в бюджете еще дополнительных ассигнований, чтобы этот мост можно было реализовать. Спасибо. Ну, Можгов Александр Александрович, может быть, просто по срокам что-то сориентируйте. Да, добрый день.
В следующем году мы действительно приступаем к разработке проектно-сметной документации. Нам необходимо будет еще уточнить некоторые вводные данные, потому что на работу этого моста, на развод мостовых секций моста также будет влиять и возможное возвращение Монди к лесосплаву, о чем было недавно озвучено. Если это будет реализовываться, на самом деле, это также будет влиять на реализацию технического решения. Поэтому мы также и здесь будем ждать каких-то комментариев от профильного министерства, и будем это учитывать. Повторюсь, в следующем году мы приступаем к разработке проектно-сметной документации. Конечно, речь идет не только о самом понтонном мосте, а о всем мостовом сооружении. В целом, в том числе и подходы с обеих сторон. Они также должны быть обеспечены. Это будет достаточно сложное инженерное сооружение. Да, по-моему, не построишь мост. Хорошо. И к второму вопросу, Людмила Геннадьевна, пожалуйста. Значит, вопрос состоял в том, что у нас в этом году были дополнительные средства по ковидным, да, делам. Извините. Так слышно? По-моему, не включен. Значит, конечно, 2021 год сейчас бюджет сверстан без понимания, сколько нам потребуется на ковидные мероприятия, но при предложениях в бюджет и при формировании его мы с Минфином этот вопрос обсуждали, и мы понимаем, что при возникновении таких ситуаций будут корректировки вноситься. Это уже обсуждалось. По пассажироперевозкам мы планируем объемы пассажироперевозок пока на 2021 год, значит, ну так, в объемах этого года. Как мы этот год закончим, с какими оценочными результатами, в принципе, мы следующий год также планируем, только чуть-чуть планируем больше на авиаперевозки. Ну, так, по пассажиропотоку, если смотреть. И по обращению перевозчиков за поддержкой, я только обладаю информацией о том, что Коми Автотранс обращалась в ВТБ банк за поддержкой, 64,4 миллиона получили под 2% на заработную плату и частично погасили налоги. По остальным индивидуальным предпринимателям и другим перевозчикам такой информации нет, но мы с ними всегда в тесном контакте, и мы знаем, если бы у них вопросы бы возникали, они бы к нам обратились, и мы бы тогда с банковской сферой этот вопрос отрабатывали бы. Уважаемые депутаты, я предлагаю сначала дать слово в студиях, потому что они на связи и все может случиться. Поэтому Воркута, пожалуйста, Руслан Исмагинович. Добрый день, коллеги. Город Воркута, депутат городского совета Руслан Магомедов. Муниципальная кольцевая дорога протяженностью 60 километров. Ранее она была республиканской. На содержание ежегодно выделяется 42 миллиона рублей, сумма, которая уже многие года не менялась. С учетом климатических условий этой суммы не хватает. Порядка где-то 6-7 месяцев, остальное муниципалитет изыскивает свои средства, и она остается такой убыточной. И по этой дороге ездят наши школьные автобусы скорой помощи жителей города, потому что связывает два поселка Северный и поселок Варгашор. Хочу заметить, что по этой дороге на ремонт РЛС и на шахту на шахту Варгашорскую возят крупногабаритный груз тяжелой автомобильной техникой. Эти дороги постоянно нарушает асфальтный покров и то есть нарушается эта дороги. Хотелось бы узнать, какие средства от этих компаний, от Министерства обороны или от объединения Воркута-Уголь, они помогают ли на ремонт этих дорог. Нету, во-первых, весового контроля, и дороги это убиваются. Это два вопроса. И по аэропорту, если даже самолеты к нам полетят, на сегодняшний день, как я знаю, есть предписание по аэропорту, что там из-за солярки или из-за чего-то, там глубже, не знаю, но знаю, что есть предписание по аэропорту. Спасибо.
Я попрошу Эдуарда Слабикова ответить, потому что в теме я только вникаю. Значит, вы правильно сказали, дороги, которые ходят в агломерацию Воркута, это дороги местного значения. Соответственно, дорожный фонд, который сформируется, он формируется из определенных источников, так же, как и республиканский дорожный фонд. Поэтому рассчитывать на увеличение можно только с учетом того, что акцизы в последующие годы будут увеличиваться, и, соответственно, поступление в ваш дорожный фонд тоже будет увеличен. Я думаю, вот это касается, значит, тех нормативов, которые сегодня применяются на содержание ваших автомобильных дорог. Если говорить про республиканские дороги, мы сегодня уже этот вопрос обсуждали. У нас норматив содержания или как объем содержания на республиканскую сеть автомобильных дорог составляет 1 700 000 000. Для того, чтобы привести нашу сеть хотя бы к федеральной сети, не то что там в 100%, нам порядка 4,5 миллиардов необходимо. Конечно, таких сегодня денег нет. Да, значит, да, есть предписание Ростехнадзора. Что ж такое-то? Предписание Ростехнадзора имеется. Там, значит, в том числе было по цистернам, где находится топливо. Тоже выезжала туда, смотрела, с Ростехнадзором общались. Сейчас Комиавиатранс имеет дополнительные цистерны скажем, на железнодорожном тупике, откуда осуществляется, куда доставляются цистернами вагоны в тупик, и оттуда идут на передвижных цистернах, доставляются до аэропорта. И там идет загрузка самолетов. Здесь разработан у нас план с Комиавиатрансом по устранению предписаний. И этот план, по этому плану ведутся работы по устранению в срок, обозначенный и согласованный с Ростехнадзором. Поэтому меры принимаются, и остановка аэропорта, она не будет допущена, это абсолютно точно. Хорошо. Спасибо. В студиях есть еще вопросы? Если нет, то, пожалуйста, в зале депутат. Побери. Ижма, есть вопросы. Ижма. Да, пожалуйста. Ой. Ботинков, депутат Госсовета. Людмиле Геннадьевне вопрос. Каковы перспективы развития малой авиации по Ижемскому району? Потому что, во-первых, открылась к нашей радости дорога до Ухты в асфальтовом покрытии. Это, так сказать, дальние рейсы Сыктывкар и Ухта уже не нужны. Но, с другой стороны, сегодня должна решиться судьба аэропорта Ижма. А это зависит от того, как дальнейшие перспективы. Если это будет только вертолетные полеты в межсезонный период – это одно. А если еще какие-то другие, Л-410 – это другое. Почему? Потому что сейчас в Минимуществе решается вопрос, как быть с аэропортом. И там есть предложение одно – передать муниципальному образованию этот аэропорт. А этот аэропорт 20 лет не работает и сгнил. Протекает крыша, КТП уже не работает. Короче говоря, там квадратных метров более чем 500 и так далее. И поэтому там просто муниципалы не смогут содержать. Это необходимо где-то средства около миллиарда, наверное, сравнимые с бюджетом района, чтобы привести в состояние и содержать его. А есть другой вариант, если никаких других, кроме вот этих межсезонных перевозок вертолетных не будет, то просто выделить участок земли в собственность муниципалами и там построить маленькие здания для обслуживания пассажиров. Спасибо. Да, Николай Терентьевич, извините, пожалуйста. Именно так мы и обсуждали вместе на нашем совместном совещании в Минимуществе с муниципалитетом. Но как раз с Росимуществом ведется работа по выделению вот этой вертолетной площадки. То есть, если мы комплекс полный из федеральной собственности не передаем в республиканскую, значит, нужно его поделить. Росимущество сейчас его
делить на конкретные участки, вертолетные, другие земельные участки, и, соответственно, будет решать. Может быть, они сами заинтересуются у себя в собственности оставить все эти площадки в розненном виде и будут в аренду предоставлять тогда из федерального бюджета. Поэтому сейчас пока Росимущество считает и смотрит механизм разделения всех этих площадок. Ну, в аренду там никто и ничего не возьмет, покуда не будет, я повторяю, миллиардного, так сказать, ремонта. Поэтому об аренде даже речи не может быть. И о передаче в собственность, на мой взгляд, не может быть речи. Есть только, так сказать, вариант именно выделения участка муниципальному образованию, чтобы сделать там маленькое здание. Спасибо. Мы об одном и том же говорим, да, мы так и в этом направлении движемся. У меня 3 вопроса. Так, по понтонному мосту немножко ответили, но все-таки протокольно, наверное, все-таки прошу записать, рекомендовать Сыктывкару проектные работы и госэкспертизу на этот объект получить в 2021 году. Когда говорят «приступим в 2021 году», правильно, можно это приступить и в декабре 2021 года, и мы затянем на многие годы решение этого вопроса. Но я хочу сказать, жители действительно столкнулись в этом году с большими проблемами в этих вопросах, ну и немало, наверное, досталось сегодня по организации этой работы и самой администрации. Хотя в ручном режиме очень много вопросов совместно с общественностью решались. Это первое. Второе. По железнодорожному сообщению и обеспечению безопасности. Действительно, за последние годы мы преобразовали и улучшили и пребывание наших жителей в Емве и в Сосногорске. Но вот вопрос по Инте. Низкий перрон и действительно большая опасность людей постоянно травмироваться. Я уже не говорю о мало таких мобильных наших граждан. Поэтому, наверное, здесь тоже надо обязательно протокольно записать и проработать вопрос с тем же, вот тот же механизм использовать, трехстороннее соглашение, и решить этот вопрос. Наверное, по железнодорожным путям это единственная, наверное, такая крупная проблема, я бы сказала, осталась у нас по территории. И третье, все-таки хотелось бы синхронизации некоторого проведения работ по дорогам. Я не раз поднимала вопрос участок ЧИТ, Кочман, город Сыктывкар. Хорошо, что мы действительно эту часть дорогу снова когда-то приняли решение, передали в республиканскую собственность. Но когда же все-таки будет сделан тротуар, большой микрорайон вырос, а жители, есть участок, где приходится передвигаться по краю дороги, а мы знаем, что эта часть дороги настолько перегружена, настолько тоже опять говорим о безопасности наших жителей, и вопрос никак у нас не продвигается. Это первое. И второй участок, хочу сказать, вот в этом году наблюдаю, освещение делают на участке Затон-Максаковка, но Максаковка уходит на объездную дорогу в сторону Нювчева. И, знаете, вот как согласуются все-таки вот эти стыки дорог, где республиканская и муниципальная. Дорога идет на поворот, и только эта часть асфальтируется, хотя Т-образный поворот. Город ремонтирует Красноборскую, основную улицу, которая въезжает в Максаковку. И он начинает где-то через метра 200-300. Участок остается неремонтированным и неосвещенным. Хотя на этом участке, на 300 метрах, выходит выход из 3 больших у нас в круглосуточном режиме работающих учреждений республиканского значения, где приезжают жители со всей республики, те профилактории, санатории. И с другой стороны у нас целый микрорайон Развилка-1 поселка Максаковка. Спасибо. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Но здесь то, что касается муниципальных вопросов, мы ответа сейчас не будем получать.
республиканской части. Я понимаю, что... Хорошо, тогда, наверное... это не только здесь, это и по другим муниципальным образованиям. Когда строим дорогу республиканского, те же заезды, где кусочек идет и остается... Давайте все, дискуссию прекратим, все понимают. Есть разделение полномочий, 131 закон, вы его как депутат должны, наверное, отлично знать. Вот, соответственно, по данному закону есть разделение полномочий. К сожалению, да, происходит такая ситуация, что мы сейчас делаем освещение, мы его можем делать только по дорогам республиканского значения, в чьей компетенции находятся данные дороги. Помимо там освещения, в следующем году мы делаем и тротуарную часть. Она подойдет как раз к поселку, как называется, ну, неважно, Максаковке. Что касается по тротуарам Кучмана, то изначально, да, мы, когда проектировали строительство, вернее, реконструкцию этой дороги, тротуары были не заложены. На сегодняшний день у нас есть проектная документация по данным тротуарам. Мы с вами этот вопрос уже обсуждали, но все зависит, конечно, от формирования и от уровня наполняемости дорожного фонда. Чтобы включить данный участок дороги в программу ремонта, ну, соответственно, нам нужны какие-то определенные ассигнования. Сегодня у нас ассигнований нет. Хочу напомнить, что в следующем году мы ни один объект ремонта, капитального ремонта не торгуем. Мы заканчиваем вот это освещение с тротуарной частью и заканчиваем ремонт мостовых переходов. По-моему, там порядка 6 штук. Все. Вот что будет у нас в следующем году. Степан Викторович, да. Степан Викторович, я прошу слова. Да, пожалуйста, Андрей Андреевич. Добрый день, уважаемые участники нашего совещания. Я хотел бы обратить внимание на 3 очень важных вопроса. Ну, первое. Если автодороги регионального значения, проходящие по территории Усть-Илимского района и Княжпогосского районов, в настоящее время приведены в удовлетворительное и хорошее состояние именно по безопасности движения автотранспорта, то состояние автодорог по Удровскому району между крупными поселками и автодорога, которая соединяет с автодорогой Усть-Илимского района, имеет сегодня удручающее состояние. Это первый момент. Второй момент, который я хотел бы обратиться, это 3 года назад экс-глава республики и правительство республики приостановили республиканскую программу дорожно-уличного содержания населенных пунктов муниципальных районов республики. На мой взгляд, это неправильное решение. Я надеюсь, что депутаты Государственного совета поддержат мое предложение о возобновлении работы этой программы. Я только приведу один пример по Усть-Илимскому району. Это взимание дорожного налога по местным автодорогам. Вот сегодня составляет 100%, которые идут. Пример. Физические лица за год платят в бюджет более 8,5 миллионов рублей. Юридические лица около 4 миллионов. Я бы предложил, что вот эти налоги оставлять в муниципальных районах. Тогда руководство, это не только Усть-Илимского района, а всех других, могли бы нормально содержать дороги местного значения. Это третье. И третий вопрос. Я внимательно слушал по развитию всех видов транспорта. Я бы хотел бы сказать, это, правда, не наказ, а предложение наших избирателей. Это открыть маршрут, водный маршрут речной Сыктывкар-Яринск-Котлас. Потому что в нас Усть-Илимский район, да, и, наверное, прилегающий район Яринский нуждается в этом водном транспорте. Я прошу, вот правительство рассматривало этот вопрос или нет. Возможно, может быть, с губернатором Архангельской области решить. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Все-таки еще раз, Эдуард Владимирович. И, Эдуард Владимирович, еще все-таки, на самом деле, у нас на 2020 год, извините, была заложена очень неплохая сумма для муниципалитетов, субсидия 500 миллионов рублей. И в
каждом областном центре сделали, по большому счету, центральные дороги, и на этот год эти деньги не заложены. То есть в этом направлении тоже пожелания, скажите. Ну, на самом деле, история этого года показала, что муниципальное образование или центры муниципальных образований, где сосредоточено основное население, требует особого подхода, в том числе по уличной дорожной сети. Поэтому в этом году мы предусмотрели у себя в бюджете субсидии в районе, в размере 500 миллионов, которые были пропорционально распределены между муниципальными образованиями, между центрами, будем так, муниципальных образований. Да, в следующем году данной субсидии нет. Главы муниципалитетов обращаются одним за одним, значит, чтобы эти субсидии все-таки вернули, чтобы жители муниципальных районов, муниципальных образований все-таки почувствовали какую-то поддержку со стороны уровня республиканского бюджета. На сегодня, к сожалению, данная субсидия не предусмотрена. Я бы, конечно, желал, чтобы данная программа, которую мы запустили в этом году, она продолжалась там не один год. Тогда мы реально почувствуем, соответственно, эффект от данной программы. Значит, Сыктывкар-Яринск область, да, я сейчас не могу ответить, но возьмем проработку, для меня это немножко такая новость. И, значит, Татьяна Алексеевна по Интинскому РЖД не ответила на вопрос. Я уточню инвестиционную программу с РЖД. По-моему, там был Интинский вокзал, но была корректировка инвестиционной программы в связи с ковидом. Мы уточнимся и доложим. По Интинскому железнодорожному. Хорошо, Андрей Андреевич, по вводному перемещению тоже Докотласа мы в протокол занесем и информацию запросим тогда. Да. Хорошо. Хорошо. И сейчас я хотел, пока просто Инесса Сергеевна уйдет у нас после 12, и ВКС тоже в 12 отключит, сразу предупреждаю, потому что там начинает следующий ВКС. Хотел задать вопрос, мнение о том, что получается одно федеральное министерство, Министерство транспорта, да, а у нас внутри республики курирует транспорт, это дороги и остальные службы все-таки разные министерства. И, наверное, правильнее было бы рассмотреть, под каким ведомством это не так важно, наверное, все-таки, чтобы эти направления были вместе, потому что они пересекаются, например, межмуниципальные перевозки очень сильно зависят от качества дорог, не выходят транспортники, потому что просто ехать туда не могут, да, и так далее. То есть как-то вот это все надо вместе планировать и объединять. Поэтому, есть мнение, что, по идее, надо как-то вот это все под одним общим руководством, чтобы было. Степан Викторович, уже не первый раз я слышу это мнение. Давайте поступим следующим образом. Игорю Борисовичу Булатову, который курирует в целом, да, как первый заместитель председателя правительства, доложим, и посмотрим, что, в общем, какое мнение там сформируется. Спасибо. Хорошо, Андрей Юрьевич, пожалуйста. Чтобы уже не возвращаться, Эдуард Владимирович ответил на вопрос по состоянию дорог Ударского района. В 2018 году был разговор о том, что транспортное сообщение автобусное будет по маршруту Кослан-Айкино. В прошлом году была речь о том, что будет начат капитальный ремонт строительства дороги Кослан-Айкино 12 километров. Волжский Мазендор. Сначала о миллиарде речь была, потом о 3. В итоге мы ни к чему пока не пришли. На мой депутатский запрос ответ был о том, что 21-22 будет продолжена, так скажем, коррекция проектно-сметной документации. Ответьте, пожалуйста, на первый вопрос Мельника Андрея Андреевича. Соответственно, к этому я и возвращаюсь. Когда же начнется строительство этой дороги? Андрей Андреевич, могу сказать следующее. Значит, в этом году мы запустили разработку проектной документации второго участка 22 километров. Это Мазендор-Едово. Соответственно, в следующем году мы получим 2 документации, которые позволят нам сделать Волжский Едва, этот участок целиком.
Ну, когда начнем, когда появятся деньги? Здесь вопрос очень простой. Мы готовы проторговать и сегодня. Потому что документация по первому участку 13 километров у нас уже готова. Соответственно, следующий этап, он тоже готовится. Мы все равно готовимся к строительству этой дороги, поэтому здесь все зависит от объема финансирования. Мы подготовили программу с Росавтодором. Наверное, все ее знаете, глава республики озвучивал, значит, первоочередные задачи, которые сегодня стоят перед республикой в части там, формирования улично-дорожной сети, значит, ремонта мостов на 21 миллиард. Расписано там на несколько лет. Значит, сюда приезжали представители Росавтодора. Мы с ними эту программу всю проштудировали, значит, выбрали самые, значит, объекты, которые необходимо сделать. Я думаю, что эта программа не секрет. Мы можем также в Госсовет ее отправить, чтобы вы посмотрели, что у нас в эту программу вошло, какие первоочередные участки автомобильных дорог, какие первоочередные мосты. Вопрос только в том, как с уровня федерального дорожного агентства будет решен вопрос по финансированию данных направлений. Это не все 21 миллиард на следующий год. Мы это запланировали с учетом той проектной документации, которая сегодня имеется, значит, у нас в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Ну вот, когда программа начнет реализовываться, ну, я думаю, тогда мы реально получим какой-то эффект от ремонта и строительства по данным направлениям. А про дорогу я вам уже сказал, то есть будет дополнительное ассигнование. К сожалению, в этом году на уровне федерального бюджета по программе «Сельские дороги» произошло сильное секвестирование. То есть мы даже с маленькими участками в этом году не попали. Мы вот уже несколько лет, так сказать, успешно, хочу сказать, успешно осваиваем эти деньги. Значит, мы уже там 3 подъезда сделали, последний вот сдавали на Кидзявич. В принципе, очень неплохая программа, большое финансирование, но в этом году вот с учетом пандемии в данной программе на уровне федерального бюджета сильно сократили ассигнования. Будем стремиться, чтобы это все-таки за счет федеральных средств сделать. Ну вот, в дополнение к тому, что сказал Эдуард, вот, на текущий момент в республике потребность, допустим, только в мостах ориентировочно укрупнена больше, чем на 200 миллиардов рублей. Да? Вот. То, о чем говорит Эдуард, есть программа, есть укрупненные показатели. То, о чем я говорил, глава республики сейчас, сегодня находится в Москве. У него сейчас, сегодня там, общение запланировано с Минстроем, у него сегодня или завтра с Росавтодором. То есть мы плотно отрабатываем с Федерацией на предмет того, чтобы вытащить оттуда деньги. В региональном бюджете вы сами знаете его состояние. Поэтому боремся. Владимир Алексеевич, пожалуйста. Я хотел очень так кратко выступить по поводу так называемых школьных маршрутов. Что-то было вообще ничего не сказано по этому поводу, но вот есть школьные маршруты, которые не просто плохие дороги, а просто дороги, вызывающие опасения за жизнь школьников, которых перевозим. Ну, например, дорога между Мордино и Намском. Там уже ездит не по дороге, а ездит по обочине, причем автобус едет наполовину наклоненный. А на эту тему были и решения судов и так далее. И просто я прошу осветить, как дело обстоит именно с перевозом детей в сельских районах, где необходимо осуществлять перевозку детей между различными населенными пунктами для посещения школы. Спасибо. Значит, что касается школьных перевозок и прочих вещей, значит, в целом и в общем, значит, главой республики перед нами поставлена задача обеспечить именно приоритетность транспортировки безопасно детей, чтобы не было истории, когда детям приходится идти по ветхим мостовым конструкциям по 3 километра от автобуса до автобуса, да? Но, повторяю, сейчас у нас вот не самый жирный бюджет, и именно с целью реализации, в том числе и поручения главы республики, в том числе он сам лично сейчас в рамках дорожной недели пытается вытащить из Федерации дополнительные средства для республиканского бюджета на строительство. Повторяю, в общем, потребность республики в мостах на текущий момент по укрупненным расчетам 200 миллиардов рублей. Те цифры, которые у нас сейчас есть для операционной деятельности, вы знаете прекрасно. Илья Васильевич, пожалуйста.
Спасибо за предоставленное слово. Пока не вопрос, а просто выступление о том, что у нас Печора – это единственная в Европе река, хотелось бы обратить на это, где нет ни одного автомобильного моста. Да, то есть это одна из больших рек в Европе, которая единственная такая большая река в Европе, где нет ни одного автомобильного моста. Это, конечно же, сдерживает развитие республики. Но вопрос у меня на перспективу, наверное, для того, чтобы подумать и Ирине Сергеевне, подумать и Минпрому, подумать об этом, да, Людмиле Геннадьевне. У нас с вами есть очень богатый сосед, который находится у нас за Уралом, да, это Ханты-Мансийский округ, где действительно очень схожая с нами экономика. Они добывают 6% мировой нефти. И действительно, если даже посмотреть, как летит оттуда самолет ЮТРовский, он летит через наш Прилузский район. То есть фактически вот эта транспортная, значит, система, да, то есть она практически создана, есть у них свой, значит, есть свой перевозчик, это ЮТР, да, и запуск прямых маршрутов между там, Сыктывкаром и Ханты-Мансийском позволил бы нам решать в дальнейшем проблему нашей безработицы и делать так, чтобы люди зарабатывали там, наши жители, и тратили эти деньги здесь. К тому же очень много компаний, которые и здесь, и там есть нефтяные. То есть это вопрос на перспективу подумать, потому что действительно это бы дало приток денег в нашу экономику и межрегиональное сотрудничество. Спасибо. Вопрос здесь сильно не прозвучал. Да, предложение, хорошо. Коллеги, с вашего позволения, прошу прощения, вынуждена буду уходить, потому что в 12 часов другое совещание. Я с удовольствием бы сидела до конца. Возьмем всю обратную связь. Спасибо, и со всеми остаемся на связи. Спасибо. Спасибо, Ирина Сергеевна. Вопросы дальше у депутатов. Татьяна Васильевна, пожалуйста. Татьяна, Валентина Васильевна. Тоже хотела к вам обратиться, но передадут коллеги и к вам, и к... Сегодня присутствует впервые у нас, да, Эльмира Ахтямовна, очень приятно. И, безусловно, к вам, Игорь Викторович. Дело в том, что сразу хочу несколько, может быть, снизить уровень риторики, который опять может быть во всех наших телеграм-каналах после этого заседания. Понятно, что жители республики доверили Владимиру Викторовичу возглавить ее. Он доверяет вам, своей команде, представлять те программы, которые мы уже слышали и которые еще нам предстоит слышать. И вот то, что сегодня Игорь Викторович обращался к Эдуарду Владимировичу, это нормально, и мы все это понимаем, и хотелось бы, чтобы эти вопросы даже и не обсуждали, потому что каждый понимает, что программу готовило министерство, где многие годы работает Эдуард Владимирович, и свою часть, безусловно, он, правильно вы сказали, это корифей. Но я хочу сказать большего, ведь Эдуард Владимирович, он дорожник во втором поколении, и благодаря его отцу Владимиру Сергеевичу Слабикову, который является сегодня доцентом, кандидатом наук Сыктывкарского лесного института, сохранено вообще направление строительства и дорожное строительство как специальность, как направление в Республике Коми. Мы сегодня такой дефицит кадров испытываем и в строительстве, и в дорожном непосредственно. 5 лет не было ни одного выпуска дневного отделения. Мы по 10 человек держали. Я хочу сказать, надо Любовь Александровне Гурьевой сказать большое спасибо, что она это все сохранила. Мы 3-й год имеем, слава Богу, бюджетные места на строительном нашем факультете, и все это продолжаем. Так вот, уважаемые коллеги, я хочу сказать, в 2011 году была выполнена большая программа научная по заказу нашего правительства тогда развитие транспортной сети. Да, Эдуард Владимирович, вы помните, вот здесь и представители, вот их 3 человека, которые все знают, я хочу сказать, об отрасли. И Котов, и Гордейчук, которые у нас, к сожалению, чтобы никто не обижался только, я уже 6-й год программу слушаю как
депутат, на трибунах, в президиуме это люди еще меняются. А вот тут в зале нет. Вы понимаете, что происходит? Задачи все ставят, а вот Эдуард сидит и действительно отдувается, как будто бы за все вот эти годы, когда были разные команды по разным причинам. Поэтому я прошу, мы вчера с вами говорили о том, что новые технологии мы будем там предлагать и использовать и золу, и все, в первую очередь в дорожном строительстве. Вот то, о чем я вам говорила, что добавить деньги обязательно надо на науку, на поддержку кадров, на повышение квалификации, чтобы могли наши ученые, преподаватели выезжать. И очень оперативно. Вот вчера по зале говорили, да при любой технологии будут отходы. Вот сидят и эколог Дорофеева, и вы тоже, я думаю, Олег Алексеевич, согласитесь, какую бы мы технологию не использовали, всегда будет некая фракция, которую надо будет, да. Так вот, Валентина Васильевна, мы же обменялись с вами контактами, в обязательном порядке это обсудим с Олегом Алексеевичем. С вами. Поэтому я хочу сказать, что давайте дорожное строительство, перевозки замечательно поднимает вопрос по нашим пошкольным маршрутам. Все это волнует каждого депутата Государственного совета и каждого жителя республики. Мы готовы сотрудничать, готовы слышать друг друга. Давайте работать вместе, актуализировать те какие-то предложения, которые были до этого разработаны, они переданы в наше министерство. Но уже кто-то забыл об этом. Поэтому спасибо большое за то, что мы все вместе думаем в первую очередь о гражданах нашей республики. Разрешите, значит, от лица варягов, да? История государства российского, она, если вспомнить, начинается официально с призвания варягов, да? Сейчас, я секунду, я кратко, но при этом все варяги всегда основывались на местных элитах, на местных профессионалах. И, по крайней мере, на уровне Минстроя, МинЖКХ кадровая политика не подразумевает каких-то кадровых глобальных потрясений. Мы согласны, и будет опираться на местных профессиональных кадров. А дальше будем расти, работать и так далее. Ильмира Тяйна, на кнопочку нажимайте, да, пожалуйста. Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые коллеги, присутствующие. К сожалению, только сегодня вот удалось прийти к вам в гости. Спасибо большое, что пригласили. Я обязательно постараюсь каждому из вас, уважаемые депутаты, подойти, рассказать свои планы. Если есть такая возможность, я бы хотела попросить, может быть, выступить под небольшой презентацией и рассказом о том, что на какие задачи первоочередные, да, планируем здесь реализовывать. А что касательно, я кратенько, вашего вопроса по поводу обучения персонала как для дорожников, транспортников и так далее. Вот непосредственно в моем плане, в нашего министерства, да, команды, это стоит третьим вопросом, не первым, к сожалению, потому что первый у нас по развитию создания инвестиционного климата и создания инвестиционных условий для бизнеса. Это вот первая задача. Вторая задача, конечно же, привлечение средств федерального бюджета по всем тем программам, с которыми я работаю. А третий вопрос, без которого, конечно же, не будут реализованы первые два, это создание инжиниринговых центров. Денис Валентинович Мантуров, когда вот меня напутствовал, и, собственно говоря, почему я немножко задержалась, мы обсуждали и тоже готовили программы. Создание инжиниринговых центров – это вот прямо задача, такой некий KPI был поставлен у меня, чтобы до весны было создано их несколько. С Владимиром Викторовичем мы проговорили, тем более это не просто слова, а за этим стоят также финансы. Есть программа у Минпромторга по созданию таких центров. При этом финансируется это из Министерства образования по предложению Минпромторга. Таким образом, небольшой промежуток времени нужен для того, чтобы провести анализ, собрать потребность с потенциального бизнеса, пообщавшись, конечно же, с вами, уважаемые депутаты, предложения, и мы тут же направим
значит, соответствующие предложения Денису Валентиновичу Мантуру и Министерству образования, они нам всячески будут помогать для создания вот таких вот центров компетенции и инжиниринговых центров. Владимир Викторович мне сказал, я, к сожалению, еще не доехала, но на этой неделе мы запланировали поездку в Политех, что при Политехе планировалось здесь. Вот он назвал, мы пытаемся расшифровать. Ну, он сказал, что в Сыктывкаре где-то планировалось только создать такой центр компетенции. Мы вот разузнаем, да, обязательно его посетим, обязательно переговорим с РАНХИКС местным, у них тоже достаточно много программ, и постараемся оперативно вот собрать по 1, 2, 3 человека по каждой специальности, запустить такие образовательные программы, тем более это сейчас делается и в режиме ВКС, и онлайн. Вот, поэтому то, что вы озвучили, это, безусловно, один из самых важных задач. Мы можем привлечь деньги, мы можем сделать документацию, а реально руками строить или, ну да, строить некому будет. Поэтому... Вы соберите просто руководителей вузов, и можно руководителей ассоциации средних профессиональных учебных заведений. И если разрешите, мы бы вас пригласили. Именно инжиниринговые, где есть направления, потому что это и лесного комплекса касается. Да, конечно, конечно. Если разрешите, мы бы вас пригласили, так как вы, понимаете, тоже очень много информации можете дать. Спасибо большое. Хорошо, да, спасибо большое. Пожалуйста, только про регламент не забывайте. Да, конечно, я постараюсь, потому что я думаю, что для такое совещание нужно отдельно устроить, чтобы мы поговорили о кадрах в том числе. Да. Уважаемые коллеги, у меня все-таки вопросы. Речей у меня не будет, потому что это очень важно, мы сегодня систему, в любом случае смотрим программу. Тем не менее, очень важно, чтобы наши жители Республики Коми могли доехать, например, в Москву, в Петербург и другие города, чтобы они чувствовали свою оторванность и жили здесь прекрасно. Меня интересует судьба участка дороги от Широкого Прилука до границ Архангельской области, потому что летом то, что там творилось, это было что-то невероятное. То есть, ну, вы понимаете, да? Потому что я знаю, что мы передаем федеральную собственность, какая сейчас судьба этого участка. И второе. Вопрос, который волнует уже жителей Ежинского района уже примерно более 20 лет. Вот вы здесь прекрасно показывали картинки с Сосногорским вокзалом, Сыктывкарский вокзал ремонтируется, а Ежинская платформа, как стояла 20 лет в ужасном состоянии, так она и стоит. Она находится, насколько стало известно, в собственности Росимущества. Росимущество СевЖД передавать его не хочет уже 20 лет, ничего не делает для этого. Глава администрации тоже притронуться к ней не может, потому что иначе будет сразу же проблемы у нее с прокуратурой и так далее. И платформа как стояла в ужасном состоянии, так она и стоит уже более 20 лет. Известно ли вам про это и готовы ли вы оказать содействие в этом вопросе? По передаче СевЖД готовы взять ее на баланс, готовы ее обслуживать, покрасить, сделать, убраться там, все сделать по-человечески. Спасибо. И обслужить ее. Все, спасибо. Давайте с дорог начнем. Пожалуйста, Эдуард Владимирович, по передаче. Ну, вы знаете, что в федеральный реестр эта дорога уже вошла. То есть Мишустин еще, да, в прошлом году подписал. Значит, мы готовим ее к передаче. Я думаю, в апреле месяце передадим. Значит, почему не передаем раньше? Потому что федералы попросили, они не успевают проторговать как раз содержанием, соответственно, ремонтом. Поэтому документы у нас все готовы. Значит, Росимуществом они переданы. Вот, ну, ждем там вот апреля месяца, думаю, летом там ситуация изменится. Не, ну то есть дорогу в 2021 году летом будет обслуживать федерал? Да, да, конечно. Мы с апреля месяца планируем, что федералы уже возьмут ее на обслуживание. Хорошо, и по вокзалу, пожалуйста. Владимир Сергеевич, конечно, мы в курсе этой проблемы. В Росимуществе готовят соответствующие документы. Вопрос на контроле, да, он действительно долгий, но все, что касается имущества, оно быстро никогда не решается, к сожалению. Но вопрос на контроле и в работе. Олег Алексеевич, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. У меня вопрос следующий. У нас республика очень большая. И, конечно, если мы хотим обеспечить транспортную обеспеченность повысить для граждан нашей республики, то в первую очередь мы должны не только смотреть на развитие автомобильных дорог, да, и железнодорожных, но и все-таки развивать авиацию, да, и малую авиацию в частности. За последние годы, значит, сузилось количество маршрутов, и в Уктыл, значит, не летает, и частота маршрутов снизилась, несмотря на то, что вот было сказано о том, что будет дополнительный рейс в Усть-Цильму, но по другим маршрутам сокращение произошло. И сейчас, вот, когда мы слушали сообщение, да, содоклад
Людмилы Геннадьевны, она указала, что осуществляться авиаперевозки будут самолетами Л-410, да, и вертолетами, и Ан-24 еще. Насколько я помню, Республика Коми, по-моему, в 2014 году закупала еще эмбраеров в количестве 5 штук, и еще другие самолеты Л-410 были. Какова их судьба, значит, на каком балансе они находятся, ну, что с ними произошло, что-то мы тратим на обслуживание и так далее. То есть какова их дальнейшая, что называется, судьба вот этих вот судов. Олег Алексеевич, судьба очень тяжелая. Сейчас отстояли Коми Авиатранс от этих всех лизинговых обязательств перед ГТЛК, заключили мировые соглашения. Не будем возвращаться к эмбраерам, это точно. Значит, по поводу приобретения, ну, мы сейчас ожидаем отечественный самолет Ил-114, это он будет через пару лет, и мы уже в этой заявке в Минпромторге стоим. Вот сейчас пока будем, как сказать, обходиться тем авиапарком, который у нас существует, и будем делать больше акцент сейчас на вертолетные полеты. Ан-24 самолеты псковские, они, в принципе, у них еще срок нормальный, а техническое состояние тоже удовлетворительное, поэтому 3 Ан-24 и 1 Ан-26 на санавиацию дополнительно еще будет. То есть здесь очень сложная финансовая ситуация Коми Авиатранса. Поэтому быстро решение в положительную сторону не получится. Здесь очень много задействовано финансовых средств будет, плюс нужно выпадающие доходы на летную и, значит, деятельность выплачивать, и аэропортовую поддержку осуществлять. И очень тихо, медленно, но мы все равно Коми Авиатранс не бросаем, выводим его на крыло, и, соответственно, мы в первую очередь Коми Авиатранс у нас будет задействован на внутрирегиональных перелетах. А физически-то самолеты и эмбраеры где находятся? И кто их обслуживает? Ну, они же не просто так стоят, не в поле же их, что называется, бросили, да? То есть они где-то стоят, соответственно, кто-то оплачивает их там стоянку. И где? Они сейчас, мы их возвращаем залогом. Они же у нас были в лизинге, и поэтому там ведутся очень сложные судебные разбирательства. Вплоть до того, что мы Стоят где они? Физически где находятся? Физически здесь. Извините, пожалуйста, давайте мы уточним, и вам справочно. А вам зачем, где они стоят? Да нет, у нас присутствует генеральный директор. Потому что кто-то за это должен платить, за их нахождение. Ну, в принципе, вот у нас, да, Юрий Алексеевич здесь есть, Голубев, исполняющий обязанности. Скажите, пожалуйста. Да, добрый день, коллеги. Значит, воздушные суда сейчас находятся не в летной годности. Стоят 2 воздушных судна в Любляне, 2 воздушных судна в Домодедово. Предприятие прекратило их эксплуатацию в связи с большими экономическими вложениями, требующими для поднятия на крыло этих воздушных судов. Я, может, не расслышал. Где 2 самолета стоят? Словения и Домодедово. В Любляне? А как они там оказались? Значит, самолеты Коми Авиатранс. Ремонтный завод, который занимается восстановлением этих воздушных. А оплачивает их там кто? Значит, в данном случае правительство республики уделяет огромное влияние по выходу из этой относительно тупиковой ситуации с представителем лизинговой компании. Значит, я не уполномочен подробно на эту тему говорить, но есть ответственный лицо, назначенное правительством Республики Коми, переговоры ведутся. Олег Алексеевич, мы самое главное услышали, что их возвращают по лизингу обратно, и давайте, если надо, мы в протоколе просто запросим информацию. Именно так, да. Давай информацию в протоколе, тогда просто запросим, хорошо? Да, хорошо. Еще вопросы? Ну, буквально коротенько, наверное. Тут уже обо всех видах транспорта поговорили. Я бы все-таки, наверное, отчасти вернулся к вопросу, связанному с муниципальными дорогами и с подходом республики к их финансированию. Но в частности, вот Татьяна Алексеевна говорила про участок Коть-Панчит, а я бы, наверное, на свой взгляд, как депутат, сказал бы,
про район, про эту часть города, как микрорайон Орбита. Вы знаете, давно уже идет вопрос, связанный с строительством дублера Октябрьского проспекта. Казалось бы, вопрос муниципальный сугубо, но это несколько не так. Мы видим пробки ежедневно, что утром, что вечером. Через Октябрьский проспект у нас проезжают жители и Эжвы, и горожане. И очевидно, что с запуском малой объездной дороги, а это у нас полномочия и расходы сугубо муниципалитета, и спасибо огромное, и с ремонтом, и выходом улицы Петрозаводской, это тоже сотни миллионов рублей. Городу точно будет нужна поддержка финансовая для строительства дублера Октябрьского проспекта. Это явно разгрузит и не только эту часть города, но и в целом позволит людям ездить. И я вот хотел бы, чтобы правительство каким-то образом все-таки предусмотрело эти, во-первых, средства, а во-вторых, мы 131 закон, но вместе с тем надо понимать функционал этих трасс. По этим дорогам ездят люди всей Республики Коми. Это вот первый момент. И второй момент, обращаясь к Эдуарду Владимировичу, как к корифею дорожной отрасли, было сказано, да, мы этим летом много возвращались к вопросу, и Сергей Анатольевич его поднимал, по поводу строительства или ремонта моста в Малой Слуде через Вычегду. Мы помним, как это было. Теплое время, одна смена, значит, все стоят по обе стороны этого моста. Я надеюсь, что при заключении контракта теперь с новым подрядчиком этот вопрос будет учтен, и с точки зрения организации этого ремонта, конечно, будут эти нюансы соблюдены, и люди увидят быстрее, более скорую работу, и, наверное, начнут быстрее пользоваться этим уже новым отремонтированным мостом. Спасибо. Значит, если разрешите, подход ко всем подрядчикам будет очень простой. Либо быстро и качественно, без ущерба для конечного результата работы, либо пошел в РНП. Все. Поэтому мы не позволим подрядчикам работать с длительными перекурами. Эдуард Владимирович, пожалуйста. Ну, собственно говоря, на вопрос на главный ответ был получен. Что касается нового подрядчика, то нет. У нас контракт до конца следующего года по ремонту этого моста. Поэтому подрядчик останется тот же. Значит, подход к подрядчику тоже понятен. Что касается строительства дублеров, я абсолютно вас поддерживаю, что да, необходимо, и я уже об этом говорил, что необходима поддержка с уровня республиканского бюджета, то есть в части выделения субсидий на такие проекты в муниципальных образованиях. Все, Беков Евгений. Всем доброго дня. Вот неоднократно говорилось о субсидиях. Да, в 2020 году огромную поддержку правительство республики оказало муниципалитетам, и эту меру обязательно нужно впредь менять для того, чтобы муниципалитеты могли решать свои основные задачи. Но хотелось бы попросить правительство внимательнее подойти к самим субсидиям, к самим механизмам. Во-первых, да, идет 1% софинансирования с местного бюджета к предоставляемым субсидиям. Но есть огромное «но». Целевые показатели, которые заложены в рамках этих субсидий, вынуждают муниципалитеты и местный бюджет выкладывать огромную сумму для того, чтобы достигнуть этих показателей. Если привести реальный пример, город Усинск. В 2020 году выделено было 52 миллиона и 7 десятых в рамках субсидий. Софинансирование 1%, вроде как 527 тысяч, ничего существенного. Но целевые показатели такие, что для достижения в рамках соглашения пришлось выложить 95 миллионов сверху для того, чтобы эти целевые показатели были достигнуты. Вот. И, соответственно, это уже софинансирование не в 1%, а 35% всего республиканских и практически 65 местного бюджета. С учетом экономической ситуации, если все-таки удастся найти деньги на субсидирование, еще и в местном бюджете такие средства не удастся найти. И второй момент о целевых показателях. В рамках субсидий целевым показателем был заложен погонный километр отремонтированных дорог. А, к сожалению, сами представляете, погонный километр 7-метровой ширины или, допустим, погонный километр улицы Ленина в Ухте, у которой 30 метров ширина. Разница колоссальная, поэтому просьба, если все-таки удастся правительству найти и изыскать средства для того, чтобы все это было субсидировано в 2021 году, просьба целевые показатели изложить более адекватными и в квадратных метрах.
Спасибо. Вы направьте нам ваши предложения по доработке, мы их в работу возьмем. Вопросов, если больше нет, давайте будем заканчивать. Пожалуйста, Денис Эдуардович. Уважаемые депутаты Государственного совета, члены рабочего совещания, хотел бы обратить ваше внимание на то, что в связи с грядущим снижением объема финансирования на содержание автомобильных дорог в 2021 году особое внимание следует обратить на исполнение решений судов, состоявшихся уже об обязании привести дороги в соответствии с нормативными требованиями. Сейчас, по информации Управления ФССП России по Республике Коми, на исполнении находится порядка 30 решений судов, должниками по которым выступает Министерство строительства Республики Коми и подведомственные учреждения. Да, то есть ряд этих решений вынесен еще в 2018 году. Имеется 2 решения по обязанию обеспечить освещение участков дорог в Сахтыдинском районе 2016 года и аналогичное решение суда по Усинску 2017 года. Для избежания роста нагрузки на бюджет в связи с необходимостью уплаты исполсборов, административных штрафов предлагаем тоже обращать внимание на данную категорию исполнительных производств. Спасибо. Но мы в правовом государстве, решение суда, если оно окончательно, будет исполнено. Ну, здесь она тоже в деньги упирается в основном, конечно. Хорошо. Если вопросов больше нет, давайте заканчивать. Спасибо всем большое за участие. Ждем 2 дня предложений в протокол. Конечно.